Израильская армия перебрасывает на западный берег дополнительные подразделения. Десятки палестинцев собрались сегодня на нескольких израильских КПП в районе сектора Газа. Лидер радикальной группировки «Хамас» призвал жителей автономии к новой интифаде – уничтожению государства Израиль. Сам Трамп сказал, что его решение лишь, цитата, «признание реальности». Он пообещал, что Вашингтон и впредь будет содействовать диалогу между Израилем и палестинской автономией. Решение Трампа критикует почти весь мир. Союзник США Саудовская Аравия назвала шаг американского президента неоправданным и безответственным. Россия считает, что позиция Трампа осложнит палестино-израильские отношения. Евросоюз заявил, что это затруднит мирный процесс на Ближнем Востоке. Нас крайне беспокоят потенциальные последствия решения Дональда Трампа. Позиция Евросоюза четкая и общая для всех стран-участниц. Единственное реалистичное решение конфликта между Израилем и Палестиной возможно только при наличии двух государств. И Иерусалим должен быть столицей обеих этих стран – государства Израиль и государства Палестина. Совершить такой шаг – это, по сути, окружить весь регион огненным кольцом. Эй, Трамп, что ты пытаешься сделать? Что это за подход? Политические лидеры нужны не для того, чтобы усложнять вещи, а чтобы нести мир. И сейчас высказывания господина Трампа приносят неприятности, а не покой.